Тема сегодняшнего урока – насыщенные и ненасыщенные пары и зависимость температуры кипения от внешнего давления. Если мы возьмем какую-то жидкость, наряду с процессом испарения происходит процесс конденсации. Молекула, которая приобретает достаточную кинетическую энергию, вылетая из жидкости, частично ее теряет, иногда не хватает энергии, чтобы улететь, они возвращаются обратно. Если теперь взять сосуд, герметически закрыть, то есть закрыть его какой-то определенной крышкой, создать такую герметически закрытую систему. Наряду с процессом испарения, вот так я много, чтобы не рисовать, нарисую, происходит процесс конденсации. И наступает какой-то момент, когда количество теплоты, количество молекул над поверхностью жидкости, понятно, что при этом может быть подводиться некое количество теплоты, может не подводиться. Тут без разницы. Мы рассмотрим случай, когда обычный сосуд с водой, который находится, часть молекул испаряется, часть возвращается обратно. И если сосуд герметически закрыт, наступает такой момент, когда общее число над поверхностью жидкости молекул остается неизменным. Но это не одни и те же молекулы. Скажем, в единицу времени две молекулы испарились, две вернулись назад. Над поверхностью находится общее или одинаковое, или постоянное количество теплоты. Вот такое равновесие называется динамическим равновесием. Динамический значит подвижное. То есть это не одни и те же молекулы, это разные молекулы, но общее число над поверхностью жидкости остается неизменным. Так вот, пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью, называется насыщенным. То есть насыщенный пар – это пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. То есть здесь большее число молекул уже не может быть над поверхностью. Вот такие пары называются насыщенными парами. Естественно, зависит от плотности и от строения вещества. Если теперь рассмотреть график зависимости плотности жидкости от температуры, возьмем абсолютную температуру, скажем, при определенной температуре, выберем какую-то температуру, плотность жидкости больше, плотность пара меньше. При нагревании что происходит? Жидкость расширяется, в результате ее плотность постепенно падает вот до какой-то точки. Наоборот, плотность водяного пара возрастает. Вот так. Температура, при которой сравняется плотность, вот обратите внимание, плотность жидкости, давайте я здесь запишу жидкость, а здесь пар, сравняется, называется критической температурой, Т со значком К. Итак, что такое критическая температура? Температура, при которой исчезает различие в физических свойствах жидкости и ее насыщенного пара, называется критической. По сути дела, проще говоря, плотности их сравняются. Но это понятно в герметически закрытом сосуде. Соответственно, ненасыщенный пар – это пар, не находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. Диаметрально противоположная вещь. Если насыщенный пар находится в динамическом равновесии со своей жидкостью, то ненасыщенный, который не находится в динамическом равновесии со своей жидкостью. Теперь температура кипения. Парообразование, немножечко вернемся назад, парообразование – это испарение и кипение. Что такое испарение? Это парообразование с поверхности жидкости. Кипение – это парообразование по всему объему жидкости. Что происходит?
по всему объему жидкости, ну, в основном на стенках, процесс кипения, наверное, видели, возникают пузырьки. Возникают такие пузырьки. Вот, скажем, вот эта стеночка, возникают такие вот пузырьки. По мере нагревания объем их увеличивается, увеличивается выталкивающая сила, и они начинают всплывать. При всплывании они лопаются, и слышен перед закипанием особенно, слышен характерный такой шум. Так вот, что находится внутри вот этих пузырьков? Внутри этих пузырьков находится насыщенный пар. Поэтому говорят, что кипение – это парообразование по всему объему жидкости. Когда начинает жидкости кипеть, то есть какова температура кипения жидкостей? Температура кипения любых жидкостей тогда становится равной, когда давление, какому-то определенному значению, естественно, когда давление насыщенного пара в пузырьках сравняется с внешним давлением. Вот при таком условии жидкости начинает кипеть. Это при нормальных условиях. Например, температура кипения воды при нормальных условиях составляет 100 градусов Цельсия. Если у нас температура кипения зависит от давления насыщенного пара внутри этих пузырьков, а давление насыщенного пара зависит от внешнего давления. Стало быть, если мы будем менять внешнее давление, мы будем менять температуру кипения. Например, ну, известны такие случаи на Эльбрусе до сих пор. Эльбрус. При температуре на высоте примерно 5-6 тысяч метров температура кипения воды составляет приблизительно 80 градусов Цельсия. На высоте давление уменьшается, а стало быть, смотрите, к чему мы пришли, что если давление внешнее понижается, температура кипения тоже будет понижаться. Прямая зависимость. Соответственно, при увеличении температуры давление, температура возрастает. Если давление у нас возрастает, температура кипения у нас тоже будет возрастать. Вот. Очень важный момент. Где это используется? В таких устройствах, как автоклавы, и в таких устройствах, ну, вот дома, наверное, есть пароварки, так называемые. Вот. Здесь герметически закрытый сосуд, естественно, есть клапан там, чтобы при повышении давления не было взрыва, и температура кипения возрастает. При возрастании температуры кипения время приготовления пищи уменьшается, то есть гораздо быстрее, поэтому говорят, что продукты, которые сварены в автоклавах или скороварках, так называемых, более вкусные, более качественные получается. Система охлаждения автомобиля тоже здесь имеет место быть. Это достаточно закрытая система, герметически закрытая. На расширительном бачке есть специальный клапан, в результате чего давление увеличивается, при этом температура закипания охлаждающей жидкости будет выше. Если, допустим, вы наливаете воду, она должна кипеть при температуре 100 градусов, то в этой системе охлаждения автомобиля она будет кипеть примерно при 110-115 градусах Цельсия. То есть мы видим, что при понижении давления температура кипения уменьшается, при повышении давления температура кипения увеличивается.